Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». История взятия Казани в 1552 году – одна из самых важных страниц истории и татарского народа, и истории русского государства. История противостояния Московского государства и Казанского ханства, история подготовки к взятию Казани со стороны Ивана Грозного, история нападения, защиты, а затем уж и взятия Казани. Пожалуй, все эти истории крайне плотные на события. По ним больше всего написано исторических книг, художественных произведений, сняты псевдодокументальные и просто документальные фильмы. Наверное, у нас может сложиться ощущение, что мы как будто все уже знаем о том, как бралась Казань, кем бралась и кем защищалась. Ну или, по крайней мере, мы можем быть уверены, что вот если сейчас все бросим, учебу, работу, всякие там мирские развлечения, и погрузимся в исторические студии, в исторические книги, то можем все узнать и понять. Тут я сразу поправлюсь, что не претендую на то, чтобы считаться профессиональным историком, хотя у меня и есть историческое образование, но мне кажется, что в истории защиты Казани в 1552 году позабыта, фактически вычеркнута одна очень важная и ключевая историческая личность, память о которой сегодня может связать, объединить, сплотить татарский народ. Я говорю о татарском наезднике и беке Япанче. В некоторых текстах он еще фигурирует как Ябынча. В общем, это скорее всего молодой воин. Возможно, ему на момент взятия Казани в 1552 году было столько же, как и Ивану Грозному, около 18-20 лет. Если вы наберете его имя в Википедии, то про Япанчу ровным счетом ничего не узнаете. Ну, кроме как такой информации, что Япанча со своим отрядом татарской конницы вместе с беком Явушем изрядно трепал нервы войскам Ивана Грозного, что те толком аж не могли сконцентрировать свои силы на осаде Казани. В общем, одна из причин, почему пала Казань, это то, что воеводам таки удалось разгромить летучий отряд Япанчи в лесах под Арском. Традицию описания доблести и славных дел Япанчи не обошел стороной даже русский историк Николай Карамзин. Сей наездник держал россиян в непрестанном страхе. Недельное противостояние русских полков, действия партизан Япанчи утомило их до крайности. Но эти строки написал историк начала XIX века. Понятное дело, что очень впечатлительная и творческая натура из Карамзина историка-следователя так себе делала. Давайте же погрузимся в мир событий середины XVI века, но с опорой уже на сами исторические источники и свидетельства авторов-современников тех дней. Итак, канун взятия Казани. И вот Никоновская летопись описывает самое ближайшее окружение последнего казанского хана Едигера. А про Казань государь сказывал: в городе царь Едигер Мегмет советом злым с казанцы утвердились, а государю бить челом не хотят, а единомышленников его Кулшериф Молна и Кады, да Зейнеш князь Ногайской, да изменники государевы Чапкун князь, тот Аталык у него, да Ислам князь, Алим Нарыков, Кебек князь Тюменской, Дербыш князь. Всю землю на лихо наводят, и запасы в град многие. А совет их послали на Арскую засеку твоих же государевых изменников, Япанчу князя, да Чапкунова, племянника Шунак-Мурзу, да айского князя Явуша. Как мы тут видим, составитель Никоновской летописи, а именно митрополит Даниил Рязанцев, значит, нам оставляет интересное сведение, что после очередных переговоров с русским царем Иваном Грозным группа казанцев во главе с Чапкуном Атучевым собралась вокруг казанского хана Едигера. Чапкун Атучев в этом отрывке еще государевым изменником называется. Эта группа собралась в виде совета. Автор летописи называет этот совет злым, потому что его члены явно заняли антимосковскую позицию. Перечисляются участники этого антимосковского совета хана Едигера, а именно мулла и кади Кулшариф, ногайский князь Зюнеш, князь Ислам, Алим Нарыков, тюменский князь Кебек, князь Дербыш. И вот этот совет, значит, посылает в сторону Арска летучий татарский отряд, в главе которого был князь, то есть бек Япанча, племянник Чапкуна Шанук и бек Явуш. Этот отряд и будет играть решающую роль в защите и во взятии Казани.
Кстати, последний упомянутый нами князь Явуш потом станет прародителем рода татарских князей Яушевых. Интервью с одним из потомков Яушевых, с Каримом Яушевым, вы можете посмотреть у нас на канале. Тут будет ссылка и в описании тоже. Каким образом летучий конный отряд беков, Япончи, Явуша и Шунака бесил войска Ивана Грозного при осаде Казани? Бывший друг и сподвижник Ивана Грозного князь Андрей Курбский оставил такую запись о способах коммуникации между отрядом Япончи и осажденными казанцами. Когда с высокой башни города начнут махать знаменем, то Японча с войском всем дружно ударить по нашим войскам. По этому знаку они со всех сторон и из леса очень грозно и прытко нападали на полки. Чтобы покончить с отрядом Япончи, из войска Ивана Грозного выдвигается воевода Александр Горбатый-Шуйский. На Арском поле он сталкивается с татарским отрядом и побеждает его. По некоторым сведениям погибает и сам бек Японча. Далее, Горбатый-Шуйский захватывает город Арск и привозит в лагерь Ивана Грозного много съестных припасов. Кстати, за победу над Япончой Иван Грозный жалует Горбатому Шуйскому право стать первым наместником завоеванной Казани. Но, несмотря на взятие Казани, дело Япончи продолжало жить. Дело в том, что летописи нам сообщают об отряде Япончи, который и после взятия Казани доставлял неудобства московской администрации в Казани. В окрестностях Казани ясаки собрали сполна, но в феврале 1553 года обнаружилось, что казанские люди луговые ясаков не дали и сборщиков убили. Собралось войско казанцев, которое укрепило засеку на высокой горе, в 15 верстах от Казани. Можно думать, что остатки конного отряда князя Япончи послужили основой организовавшейся армии. Военные действия казанцев были удачны. Они одержали победу над посланными из Казани двумя русскими отрядами в 800 человек. Оба отряда были уничтожены. Пришли на них арские люди и луговые, да их побили на голову и убили 350 стрельцов и 450 казаков. Но в какое историческое небытие, в какую сумеречную зону попали предки Япончи и вообще память о нем? Прежде чем ответить на этот вопрос, мы должны разобраться с одним очень важным вопросом, а именно с тем, на какие административно-территориальные единицы делилось Казанское ханство перед приходом Ивана Грозного. Есть московская летопись конца 15 века. Она нам сообщает, как в 1469 году на Казань готовился поход московских войск. И вот, казанский хан Ибрагим проводит срочную мобилизацию своих войск, и к нему приходят воины с подвластных ему земель. Собрался на них царь казанский Обреим, то есть Ибрагим, со всею землею своею, с Камскую и Сыплинскую, и с Костяцкую, и с Беловорскую, и с Вотяцкую, и с Башкирскую. Итак, землю Сылвинскую можно определить по реке Сылва. Камский улус вы тоже можете найти по современным картам. Улус Костяцкий и Штякский тоже можно установить по историческим источникам. Башкирский улус находится на северо-востоке Пермского современного края. Но где находилась земля Белая Волошка? Она еще в источниках фигурирует как Ак-Идель-Улус. А вот где. Да-да, территория Ак-Идель-Улус, которая во второй половине 15 века подчинялась казанскому хану Ибрагиму, и об этом пишут московские летописи, удивительным образом совпадает с современной территорией северо-запада Башкортостана. Хотя, почему это нас должно удивлять? Мы также хотели обратить ваше внимание, что земля Беловоложская и Башкирский улус указаны в историческом источнике как абсолютно территориальные единицы Казанского ханства, разные единицы. Поэтому мы не говорим, что во времена Казанского ханства не было башкир. Были башкиры. Они подчинялись Казанскому хану и спокойно себе жили на севере, северо-востоке современного Пермского края. И сочинять всякие там сказки о некой территории под названием «Исторический Башкортостан», включив туда татарские северо-западные районы, тоже не надо. Белая Воложская или Беловоложская земля или Ак-Идель-Улус не была Башкирией. Для справедливости отметим, что Ак-Идель-Улус был под властью не только казанских ханов,
На эту территорию периодически претендовали также и ногайские мурзы, Ногайская Орда. Например, в посольские книги по связям России с Ногайской Ордой 1689-1549 годов сообщается, что территория Белой Воложки как минимум в 1489 году была фактически под контролем ногайского Мирзы Ямгурчи. Об этом ногайский правитель сообщал московскому князю Ивану III. Кочев Мирзы Ямгурчи на Белой Воложке был. Сведения о том, что по территории Ак-Идель-Улус разгуливали ногайцы, есть и во времена Ивана Грозного, то есть в 1535 году. Правда, ногайцы во главе с шейх Мамай Мирзой разгуливали по территории казанцев, чтобы потом пограбить, повоевать уже территории московского царя. Прошлые зимы Белую Вольшку перелезшие, сын мой хан Мирза твою землю накрат воевал, ино уже те землю мои люди видели. Историк Вадим Трипал в своем фундаментальном труде «История Ногайской Орды» сообщает, что территория Ак-Идель-Улус была под двойным налогообложением. Жителям этой территории приходилось платить ясак и в Казань, и ногайским мурзам. О своих претензиях на территорию Ак-Идель-Улус, кстати, после взятия Казани открыто предъявляли ногайские мирзы. Вот, например, отрывок посольской переписки между Мурзой Урусом и сыном Ивана Грозного Федором Ивановичем в 1586 году. Многого крестьянства государю, царю и великому князю Федору Ивановичу всея Руси Урус князь много челом бьет. Отец твой белый царь, то есть Иван Грозный, с моим отцом, с Исмаилом князем в дружбе и в любви были. А ты, как не стало отца твоего, ты тотчас от меня отстал. Приехал от тебя толмач Бахтияр с досадными словами. Таких слов от отца твоего белого царя отец мой Исмаил князь не слыхивал, а приказал, если с ним, что ты на 4 местах хочешь города ставить, на Уфе, да на Увеке, да на Самаре, да на Белой Воложке. А теми месты твои деды и отцы владели ли? Поставил те города для лица и недружбы. Как видите, ногайский князь, откровенно говоря, просто охренел от наглости русского царя Федора Ивановича, который решил воздвигнуть города на землях, которые, по мнению Мурзы Уруса, принадлежали ему еще со времен его деда. А Федор Иванович примерно в 1586 году начинает строить Уфу. Под Увеком тут надо, конечно, понимать современный Саратов. Про Самару вы поняли. Но что за город на Белой Воложке? Тут все просто. Имеется в виду город Бирск. Также из этой переписки мы видим, что русский царь предпринимал шаги по организации контроля над Беловоложьем. При этом видно, что у предшественников царя Федора Ивановича не было полноценных возможностей по контролю территории Беловоложья. И знаете, что ответил царь Федор Иванович на жесткую претензию на предъяву ногайского Мурзы Уруса по поводу строительства 4 городов? А русский царь объяснил, что этими самыми городами на самом деле русский царь защищает земли ногайцев от яицких казаков. А мы на Волге и на Самаре вас велели беречь накрепко и ваших улусов от воров, от казаков, чтобы отнюдь никаков казак не воровал и на ваши улусы не приходил. Того для есме и город поставили на Самаре, чтобы вам и вашим улусам было бережнее. Да и на Белой Воложке город Емси того для поставили, чтобы вам от казаков не было воровства. Первый воевода Уфимской крепости Михаил Ногой сообщал, что в крепости ясак платили именно ясачные татары. Ясачные татары в Уфе платили ясак. Постепенно ногайское влияние на Ак-Идель-Улус начинает ослабевать. Ну а где-то в 1600-1605 годах случается в Евразии малый ледниковый период. Промерзает почва, неурожай, недостаток хлеба, бунты. В российском государстве происходит смутное время. Ну а нагаи снимаются со своих кочевий по Каме и Белой Воложке и устремляются на Кавказ, на современный Дон, где тепло и приятно. Итак, мы разобрались, значит, что из себя представляет историческая личность Япончи. Также мы разобрались с территорией Ак-Идель-Улус, которая географически полностью совпадает с современной территорией северо-запада Башкортостана с татарскими районами Башкирии. А кто же потом, когда ногайцы ушли, жил на территории Ак-Идель-Улуса? Кто жил на этой территории,
когда русское государство более-менее оправилось после смуты в первой половине 17 века, да и климат на этих территориях более-менее начал приходить в норму. Итак, известно, что на территории Беловолжья в районе деревни Староуртаево Дюртюлинского района находилась вотчина Шамшады. Эту историческую личность еще башкирские этномародеры причисляют к роду Ельдяк. Но давайте почитаем родословную Шежере Шамшады. Тарагай бин, сын Буркат-бия, прадеда рода Шамшады и зачинателя аула, прибыл из Крыма. Он шел по долине Агидели и поселился в устье реки Жалчи, в местечке Акьяташ. Спустя некоторое время, когда русские заняли Казань, он стал платить Исааку русскому царю. Вот так. Значит, ребята прибыли на территорию Ак-Идель-Улуса еще во времена Казанского ханства из Крыма. Поселились на территории такой географической местности, которая называется Зельдяк-Ельдяк. А отнесены были этномародерами-малевичами почему-то к роду Ельдяк. Хотя представляет собой самодостаточный род Шамшады из Крыма. Кто еще жил на территории Беловолжья Ельдяка? Давайте почитаем родословную, найденную в деревне Осяново Дюртюлинского района и деревне Новокутово Чекмагушевского района. Переселился наш прадед Куту-Баба в долину реки Мергеш около 1470 года. У истока реки Мергеш в местности Иске-Йорт он основал аул Куту-Баба, пригнал сюда свое стадо на зимовку. Отцом Куту-Баба был Язар-Булат, родным братом Язар-Булата был Тук-Булат. У Тук-Булата был сын Султанбек, который обосновался в долине реки Агидель. Позднее потомки Султанбек-Баба покинули долину Агидель и основали деревню Старый Султанбек. Самая важная для нас историческая личность в списке этих имен родословной – это Султанбек. У него была родовая вотчина на реке Куаш, что на северо-западе Башкирии. И вот этот богатый землевладелец Султанбек предоставил земли неким казанским татарам – Осяне и Иванае. Авторы Южноуральского археографического сборника, где и были опубликованы вот эти две родословные, отмечают, что Султанбек Мятиков является внуком некоего Бурай-Баба. Это сообщение Шежере можно подтвердить документальными источниками. Султанбек Мятиков, внук Бурай-Баба, в 1700 году получил грамоту и с подтверждением своих вотчинных прав на земле по правобережью Белой, в долинах ее северных притоков. По преданиям, записанным в Дюртюлинском районе, названия деревень Осян, Султанбек, Иванай, Баиш, Сабанай, Таймырда, Исмаил, Москов, Имай и других, расположенных в Бельской долине, носят антропонимический характер и связаны с потомками Куту-Баба и Султанбека. Эту земельную операцию между Султанбеком и казанскими татарами, Осяном и Иванаем, кстати, можно подтвердить и документальными источниками. Султанбек Мятиков, внук Бурай-Баба, получает грамоту с подтверждением своих вотчинных прав на землю по правобережью Белой и в долинах ее северных притоков. А кто же такой дед Султанбека Мятикова Бурай-Баба? Бурай-Баба – это никто иной, как самый младший братишка нашего самого главного героя этого выпуска, то есть того самого наездника татарина Япанчи. Какие у нас есть доказательства? Открываем книгу историка Марата Ахунова, которая называется «Татар Тариханан». Тут я вынужден пересказать некоторые моменты из его книги, так как она написана целиком на татарском языке. В общем, Марату Габдалисламовичу удалось установить, почему одна из территорий Акидель-Улуса была названа как Ельдяк. По его словам, земля эта получила название от имени землевладельца Залдака Тархана. Первая деревня страны находилась на месте деревни Асан на реке Куваш. Земли страны Залдак упоминаются еще в труде Резы Фахретдинова «Булгары и казанские турки» под названием Дар Залдака. По Шежере жители этой земли из 7 детей Залдак-Тархана 6 детей имели титул бея. Дети каждого из беев образовывали деревни, разбросанные по разным регионам земли Залдак. У хозяев Залдакской земли была промежуточная усадьба около городка Арск, Арча-Шахаре. Усадьба находилась на месте современной деревни Япанча, по-русски Япанчина. В
В 1552 году предводителем конного войска арских казаков, охранявших Казань, был Япанча Бей. Когда Казань пала, была взята и часть его семьи, оставшаяся в Арске, была насильно крещена. В то время младший брат Япанчи Бурай Иргазиевич, в русских документах просто Иргазин, жил в стране Залдак на Беловоложской земле. Ныне это Бураевский район Башкортостана. Примерно в 1600 году Бурай-баба достиг преклонного возраста и уезжает в Казань, чтобы там умереть. Чтобы вам было легче понимать, вотчина Шамшады – это Кушнаренковский, Уфимский, часть Дюртюлинского и Чекмагушевского районов. А вот вотчина ельдякцев-бураевцев – это Бураевский, Караидельский, Дюртюлинский и часть Чекмагушевского и Илишевского районов. Так что жители этих районов могут гордиться своими предками-татарами, которые нашли свое отражение в исторических документах. Но вернемся к Бурай-баба. Еще примерно 130 лет спустя, в 1735 году, к внукам и племянникам Бурай-баба, оставшимся на стороне залдаков-ельдяков на Беловолжье, из Казани прибывает группа кряшен крещенных татар. Они потребовали от землевладельцев башкирцев Залдакской волости, которые им приходятся родственниками по Бурай-баба и по Япанче, принять их башкирство. Да-да, кряшены попросили себе земли и попросили стать башкирцами. В подтверждение своей принадлежности к залдакцам, ельдякцам они показывают свою родословную. Во время судебного дела тщательно проверяются их записи в родословной и устанавливается, что истцы были действительно внуками сыновей Япанчи. Сыновей Япанчи, кстати, звали Байгильды и Киликай. Ельдакцы и предки Бурай-баба дали одному из кряшен, которого звали Стенька, он потом еще сменит свое имя на мусульманское Шентимир, землю на реке Куваш и разрешили там поселиться. После этого события на земле Залдак-Ельдяк образовалось село с названием Имялекуль, а родословную ельдякцев вошло имя сына Япанчи, то есть Байгильды, правда уже без титула Бей. Какие у нас есть еще доказательства, помимо того, что я вам пересказал выдержки из книги Марата Ахунова «Татар Тариханнан»? А давайте посмотрим на судебный сам спор между потомками Япанчи и предками его младшего братишки Бурая. Вот документ от 1714 года. Владенная выпись на право владения спорной вотчинной землей, выданная из канцелярии уфимского коменданта башкиру Казанской дороги Ельдятской волости Акмиру Асанову с товарищами. В жалобе написано, что угодья хотят завладеть насильством деревни Уразовые приезжие из Казанского уезда татары Ураз да Дюсметь, да Акмир, да Юфар с товарищи. Началось судебное расследование, и группа казанских татар смогла доказать, что они никакими землями насильно не завладевали. Расследование было впечатляющим. Были опрошены землевладельцы-башкирцы только из Казанской дороги в количестве 15 человек, там еще Осинская дорога. Среди них был и кряшен Стенька, потомок Япанчи, чьи родственники остались в Арске и были насильно крещены. Кстати, Стенька потом еще сменит свое имя и станет Шентимиром. Также был опрошен и отец Султанбека Мятикова, Мятик Якшигулов. В этом же деле сообщается, что у группы казанских татар, ставших башкирцами, удалось установить, что они владеют землями, потому что раньше их предок Бурай-баба этими землями владел. То есть перед нами факт отстаивания права на владение вотчинной землей. В общем, из этого судебного материала понятно, что потомки Бурая, в числе которых отец Султанбека Мятикова, признали родственниками крещенных потомков Япанчи, например, Стеньку Шентимира и его товарищей. Выделили им землю, отдельную вотчину. Далее потомок татарского Мурзы Япанчи, кряшен Стенька, будет называться Шентимиром. И, скорее всего, он и как раз возвращается в мусульманскую веру, так как жители, основанные им, Шентимиром, деревни Имян-Лекуль, мусульмане. А так, как он получает вотчину, то из казанских кряшен переходит в сословие башкирец-вотчинник. Это также зафиксировано в документе. Вот так на Беловоложье
проживали татарские мурзы, которые после взятия Казани в 1552 году стали считаться московскими властями как башкирцы. Итак, теперь мы резюмируем все, что рассказали. Есть один из ярчайших исторических личностей и участников защиты Казани в 1552 году. Это Бек Япанча. О его военных заслугах против войска Ивана Грозного пишут и русские летописи, и русские историки. После взятия Казани семья Япанчи и его дети были насильно крещены. Параллельно в это же время на берегах реки Белая, а именно в улусе Ак-Идель, были родовые владения Япанчи, которыми владел его младший братишка Бурай, давший имя нынешнему Бураевскому району Башкортостана. В начале XVIII века крещенные предки Япанчи выезжают из Казанской губернии и едут в Уфимский уезд к предкам Бурай-Баба. Едут, чтобы получить земли, на которые они имеют право от имени своего предка Бека Япанчи. Между родственниками затевается судебное разбирательство, в ходе которой проверяются родословные шежере. Факт родства между родственниками Япанчи и Бурая подтверждаются. И казанские крещенные татары становятся уже башкирцами-землевладельцами. Также известно, что вот такой потомок Япанчи, как Кряшин Стенька, берет себе новое имя Шентмир и возвращается в ислам, попутно основывая деревню Имянликуль в Чекмагушевском районе сегодняшнего Башкортостана. Тут вместо послесловия я хотел бы порассуждать вот на какой проблеме, которую осознал, когда изучал род Япанчи. Почему казанские историки обделили вниманием историю такого важного улуса Казанского ханства, как Белая Волошка? На эту проблему также обратил внимание казанский историк Анвар Аксанов. Например, башкирский историк Абубакир Усманов решил заретушировать память о казанском улусе Ак-Идель, включив в этногенез башкир булгарские племена. Да, Усманов не мог отрицать факт, что и булгары, и Казанское ханство обладали владениями до реки Белой, до Ногайской Орды. Но советский историк Усманов писал этническую историю башкир, поэтому территория Белой Волошки – это территория этнических якобы башкир. А все исторические связи с Волжской Булгарией объяснял тем, что в составе башкир были некие булгарские племена. Историк Раиль Гумерович Кузеев видел, как современная территория Башкортостана была поделена на сферы влияния между Казанским ханством, Ногайской Ордой и Сибирским ханством, что не может между ними возникнуть некий историко-окологосударственный субъект Башкирия и башкирские племена. Но нет, характер взаимоотношений этих трех тюркских государств якобы нуждается в прояснении, об этом писал Кузеев. При этом Кузеев пытался уточнить историю отношений Казанского ханства с башкирами, в основном за счет так называемых башкирских родословных шежере. Но в этих шежере есть много домыслов, ошибок и народной фантазии. Например, Кузеев, ссылаясь на шежере, пишет, что башкирский Каратабын-бей переселился в долину реки Чулман, где стал служить казанскому хану Чуртмаку. Но кто такой казанский хан Чуртмака? В истории Казанского ханства вообще не было никакого хана Чуртмака. Это откровенный окият. В советское время так получилось, что историю народов можно было написать только строго в очерченных большевиками границ республики. Историю татар нельзя было написать строго в границах ТССР. Поэтому в 1944 году и вводится в оборот научный булгаризм. И исторический образ ТССР в виде булгарского государства, границы которого с очень большой натяжкой, очень большой натяжкой совпадали с ТССР. В то же время в руки историков Башкирской АССР досталась территория с очень лоскутными историко-административно-государственными образованиями. Современный Башкортостан находится на территории Казанского ханства, Ногайской Орды, Сибирского ханства. Расчленение татарской Уфимской губернии между ТССР и БССР произошло. Да, это факт. Поэтому из-за этого факта башкирские историки изрядно попотели, чтобы переработать восточную половинку Уфимской губернии. Как видите, без мифотворчества и откровенного сочинительства тут, конечно, не обошлось. Но вот территория Ак-Идель-Улус или земля Белая Волошка
Известна она так в русских исторических источниках, входившая в накануне взятия Казани в 1552 году в состав Казанского ханства, просто к чертовой матери была вычеркнута, стерта и позабыта историками Башкортостана. На ее месте, на месте истории Белой Волошки взрастили, считай, сочинили национальный миф в виде якобы добровольного вхождения башкир в состав русского государства на основе родословных, письменно зафиксированных, кстати говоря, лишь в конце 18-го, начало 19 веков, когда местное население ввиду инфраструктурного освоения их края русским государством, русской администрацией, в панике через различные судебные тяжбы и разборки с помощью родословных пыталась доказать свое право на землю, прикрываясь вот этими вот мифическими грамотами, которые исходят аж от самого Ивана Грозного. В царстве Ивана Грозного, кстати говоря, государство вело войну с Ливонией, а внутри себя была опричнина, да и перевариванием завоеванных Казанского и Астраханского ханства занималась русская администрация. А вот до территории Акидель-Улус администрация Грозного ей просто было, откровенно говоря, пофигу. Эти же историки сочинили сказки, что на территории Белой Волошки якобы проживали булгарские племена, которые потом вошли в состав башкирского народа. А киатлер те еще.